Застаўся апошні, але такі важны крок – выбор профессии. У Брестскім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна уже ў першы дзень прыёму документов наплыў потенциальных студентов. В этом году в первый день очень много абитуриентов. То есть это говорит о том, что наш университет действительно пользуется большим спросом, так как имеет заслуженную репутацию. Ну, связано это, скорее всего, с тем, что мы действительно выпускаем высококвалифицированных специалистов, которые требуются везде. У руках учарашніх школьнікаў папкі з неабходнымі дакументамі. Колькасцю набраных балаў на цэнтралізаваным тэсціраванні абітурыенты дзеляцца неахвотна, баяцца сурочыць, але свае шансы на паступленне ацэньваюць станоўча. Что раз на эколога поступаю, на биоэколога, то здесь интересно и хороший университет, и я решила здесь поступить и обучаться на эту специальность. Мы подаем на физическую культуру, спортфак, ЛФК. Думаем, что пройдем, сейчас еще у нас где-то около 200 баллов, еще будут спортивные нормативы. Выпускнікі профільных педагагічных класаў, медалісты, пераможцы алімпіяд могуць паступаць на педагагічныя спецыяльнасці без уступных іспытаў. Аднак, каб скарыстаць такую магчымасць, выпускнікі профільных педкласаў павінны паспець падаць дакументы да 14 ліпеня. Менавіта так зрабіў Владзіслаў Макарэвіч. Хлопец паступае на гістарычны факультэт. Я учился в профильном классе, где на повышенном уровне изучались всемирная история, история Беларуси и обществоведение. И за 2 года это мне понравилось. Брестский дзяржаўны тэхнічны універсітэт сёлета прапануе абітурыентам 28 спецыяльнасцяў. Сярод іх 3 новыя. Открытие таких новинок только повышает цікавасць моладзі. Сейчас можно говорить о том, что вообще в принципе направления технические, они востребованы, потому что всегда у нас очень, несмотря на объективные порой сложности, мы распределяем выпускников, мы даем первое рабочее место, поэтому технические специальности традиционно популярны. Факультет выбрал машины и аппараты пищевых производств. У нас сегодня в стране очень развита пищевая промышленность, и поэтому этот факультет и специальность будут очень востребованы, и я найду себя. Прыём дакументаў ВНУ на бюджэтную форму навучання працягнецца до 17 ліпеня, на платную до 4 жніўня. Настасья Цюкун, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».